Кто бы мог подумать, что революции в пляжной моде мы обязаны банальному дефициту сырья в послевоенной Европе. Желая сэкономить на тканях, французский модельер Луи Риар представил 5 июля 1946 года купальник, состоящий из двух частей. Дизайнер дал своей новой модели имя Тихоокеанского атолла Бикини, рассчитывая на столь же мощный общественный резонанс, который несколькими днями ранее вызвало проведение на этом острове испытания американской атомной бомбы. Впрочем, поначалу судьба бикини складывалась непросто. Долгое время они оставались под запретом в Испании, Италии, Португалии и Австралии, а в Соединенных Штатах учрежденный католиками Национальный легион приличия всячески препятствовал появлению бикини в голливудских фильмах. Однако постепенно, при активном участии популярных актрис и моделей, таких как Ава Гарднер, Рита Хейворд, Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро, бикини стал мейнстримом по обе стороны Атлантики, а к концу 60-х пробил дорогу даже на советские экраны, тщательно охраняемые от тлетворного влияния Запада. Ансамбль мини-бикини 69. Любопытно, что на самих Маршалловых островах, к которым относится атолл Бикини, открытый купальник не приветствуется по иной причине. Он совершенно без надобности прикрывает грудь, которую там никто не прячет, но зато оголяет бедра и плечи, чем категорически нарушает местные нормы приличия.